Миллионы турок-уйгуров до сих пор подвергаются пыткам и геноциду в концентрационных лагерях, построенных китайской администрацией в Восточном Туркестане. Помимо обычных людей в лагерях находятся также интеллектуалы, академики и ученые. Многие известные уйгурские и тюркские академики, ученые и представители интеллигенции подвергаются пыткам в концентрационных лагерях. 31 августа 2023 года в результате пыток со стороны китайцев скончался известный уйгурский тюркский писатель профессор Абдусамет Рази, преподаватель университета радио и телевидения, созданного китайской администрацией в городе Урумчи в Восточном Туркестане. Об этом 15 октября 2023 года сделал заявление в своем аккаунте в социальных сетях исследователь уйгур Абдули Аюб, сообщив, что он только что получил известие о смерти Рази. Комиссия по правам человека Великого национального собрания Турции обсудила серьезные нарушения прав человека, которым в настоящее время подвергаются уйгуры. 13 октября депутат от хорошей партии Сельчук Тюркоглу выступил с заявлением в социальной сети X. Об этом мы говорили на заседании парламентской комиссии по расследованию нарушений прав человека подкомиссии по расследованию исламофобии и расизма. Мы попросили выступить с подробным докладом в парламенте представителей НПО и экспертов, занимающихся вопросами нарушения прав восточно-туркестанских и уйгурских турок в нашей стране. США ужесточат меры по ограничению доступа Китая к передовым полупроводникам и оборудованию для производства чипов. По словам источников, близких к этому вопросу, новые ограничения направлены на исправление пробелов в ранее объявленных правилах. По данным источников, администрации Байдена пытается усилить контроль за продажей графических чипов и передового оборудования для производства чипов для приложений искусственного интеллекта китайским фирмам. Лю Лянгэ, бывший председатель Совета директоров 4-го по величине банка в мире Bank of China, был арестован по обвинению во взяточничестве и незаконном кредитовании. Центральная комиссия дисциплинарных расследований правящей коммунистической партии Китая объявила об аресте Лю Лянгэ. Лю Лянгэ был исключен из коммунистической партии примерно за неделю до этого. Лю Лянгэ, занимавший пост главы Госбанка с 2019 по 2023 годы, ушел с этой должности в марте. В Чикаго, США, 6-летний мусульманский ребенок палестинского происхождения был убит 26 ножевыми ударами, а его мать получила серьезные ранения. Реакция общества на создание условий, позволяющих совершить этот акт, продолжается. В районе Плейнфилд, к юго-западу от Чикаго, хозяин дома, 71-летний Джозеф Чуба, напал с ножом на 32-летнюю палестинскую мать Ханаан Шахин и ее 6-летнего сына Вадеа Аль-Фаюма. Тысячи палестинцев, спасаясь от израильских атак, нашли убежище в больнице Насер и во дворе больницы в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Тысячи палестинцев, покинувших свои дома и укрывшихся в больнице Насера, некоторые из которых были ранены, проводят ночь на кроватях, расстеленных на полу во дворе больницы. Ранее президент США Джо Байден заявил, что для Израиля было бы большой ошибкой оккупировать Газу.